при Украине в течение многих лет очень большие деньги и силы вкладывались в радикализацию, скажем так, именно среди крымских татар. Это была выстроена уже даже, наверное, определенная система какая-то. После 2014 года, наверное, системы уже нет, но что-то осталось. Как по-вашему, насколько серьезно к этому нужно сейчас относиться? Спасибо. Я вам скажу, к этому надо относиться очень серьезно. По нашей информации, буквально в прошлом году структура Меджилис, которая в Киеве, от Соединенных Штатов, от Госдепа, они получили на раскачку ситуации в Крыму 250 миллионов долларов. Слушайтесь цифру, да? 250 миллионов долларов. Да? То есть я почему говорю, что мы активнее все должны работать в СМИ, в социальных сетях, больше показывать другую жизнь в Крыму. Да? Ни для кого не секрет, что в украинскую бытность среди крымских татар от структуры Хурултай Меджилис было много созданных организаций, те, которые, в моем понимании, были грантоедами. Именно их для чего создавали? Именно для такого момента. Да, почему? Потому что рано или поздно все равно, наверное, понимали, что Крым рано или поздно вернется, как говорится, в свою родную гавань, да, то есть в Российскую Федерацию. Но с чем они ошиблись? С тем, что крымско-татарский народ, он в любом случае сам принимает решение, где ему быть и как ему жить, и что такое хорошо, и что такое плохо, все давным-давно поняли. Поэтому, наверное, у нас референдум прошел без единого выстрела. Да, пытались наверное, возле площади раскачать как-то ситуацию, но все равно у народа своих мозгов хватило, что Крым – это наша родина, здесь надо жить, процветать. А что касается, опять же, вашего вопроса, мы очень должны к этому серьезно подходить. И мы понимаем, что на той стороне не спят. То есть, вы же поймите, все эти заявления, они же происходят не от своего ума там отрабатываются деньги. Мы же понимаем, кто за ними стоит. Видно хронологию, куда эти товарищи ездят. Торонто, США, Лондон и иногда еще залетают опять же в Турцию. Понимаете, да? И, конечно, к этим вопросам мы почему активно стараемся, да, работать, активно показывать в соцсетях нашу работу, жизнь наших соотечественников, да, то есть создаем эти офисы, как бы тяжело там не было, да, мы показываем людям, что есть другая жизнь, и чтобы там тоже понимали, что крымские татары и эти чудо-ребята из 4-5 человек, это не весь крымско-татарский народ. Спасибо большое.